Состоялась встреча министра внутренних дел Роберта Кют с ректором Абхазского государственного университета Олеко Гварами. В ходе встречи обсудили основные параметры учебного плана по направлению юриспруденции, реализуемого в гособразовательном учреждении Высшая школа милиции МВД Республики Абхазия имени Виталия Хазаратовича Смыр. Согласно новому плану, теперь выпускники Высшей школы милиции будут оканчивать учебное заведение в качестве обладателей высшего образования, а не среднеспециального, как это было ранее. Существенно расширен список дисциплин, увеличены образовательные часы. Для разработки новой методики руководство МВД обратилось в главный вуз страны АГУ, где ректоратом было принято решение оказать всяческое содействие Министерству внутренних дел. Данное обращение было направлено на юридический факультет на имя декана Сергея Макаровича Смыр и деканат и учебный отдел университета рассмотрели данное обращение и подготовили программу. Данная программа разработана в соответствии со стандартами. На эту программу имеется рецензия. Наличие среднего специального образования ограничивает сотрудников правоохранительных органов в карьерном росте, в частности, в присвоении очередных специальных званий старшего командного состава. Теперь же для выпускников школы милиции МВД в статусе высшего государственного учебного заведения подобные проблемы останутся позади, уверен министр внутренних дел Роберт Кют. Я считаю, что это очень для нас будет полезно. В принципе, сейчас я посмотрел учебный план. Те дисциплины, которые здесь будут преподаваться, на самом деле это те, которые повысят уровень знаний наших сотрудников. И, наверное, скорее всего, качество выпускников, конечно же, будет гораздо лучше. И я считаю, что на данном этапе, если этот процесс мы правильно запустим, соответствующим образом у нас и количество людей, которые захочет обучаться в этом вузе, увеличится. У нас желающих поступать, оканчивать и в конце концов работать в милиции людей будет больше. Мы хотим максимально привлечь сегодня молодежь к работе, потому что нам это очень необходимо. И пытаемся поднять авторитет в целом в народе органов внутренних дел. Это очень важно, потому что, знаете, как есть различные периоды, которым нам пришлось пройти, и это ведомство, оно, знаете, как по какой-то шкале все время движется, то вверх, то вниз. Мы хотим эту шкалу выровнять. И выровнять только можем путем квалифицированных кадров, путем тех людей, которые будут служить во благо Родины, Отечества своего. И считаем, что данный процесс, он очень для нас будет полезен. И на самом деле хочу вас очень поблагодарить. Понимаю, что работа будет очень сложная на первом этапе. Это, конечно же, в первую очередь работа с преподавательским составом. Мы, в свою очередь, все обязательства, которые будем брать на себя, будем выполнять в полной мере. Как отметил ректор АГУ Олеко Гварами, вуз будет оказывать всяческое содействие Министерству в подготовке кадров. Я рад, что наш выпускник, министр внутренних дел, правильно все сейчас делает. Это надо делать вместе. Мы будем всячески помогать. Спасибо большое. Спасибо. Для нас это вопрос престижа. Пройдет время, и чтобы мы друг другу сказали, да, мы правильный выбор сделали, и мы на правильном пути. На данном этапе утвержден учебный план, однако основная работа еще впереди. МВД в полной мере понимает и осознает колоссальную ответственность и нагрузку, которая необходима для поднятия уровня обучения в Высшей школе милиции, подчеркнул Роберт Кют. Мы понимаем, какая мера ответственности сейчас на нас лежит, потому что создание такого вуза, нет, я почему говорю, мера ответственности, это, соответственно, мы сегодня с определенным уже более высшим статусом будем выпускать людей. Людей, которые будут, скорее всего, куда-то определяться, и, соответственно, если мы не дадим нужного образования им, то, конечно же, у нас будет провал. Я вот смотрю, это дисциплины, которые на самом деле позволят сотруднику не только работать в милиции, но и, наверное, в других организациях тоже, скорее всего. Потому что если хорошо над ними поработать, а если мы будем держать под четким контролем и
на самом деле ответственно подходить к каждому ученику, соответственно, я думаю, что у нас получится хороший кадр. Мы готовы полностью, как говорится, да, вот под вашим чутким руководством вести эту работу. Как отметил декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр, подобное нововведение будет стимулировать курсантов школы милиции и, несомненно, поднимет престиж службы в органах внутренних дел. Когда придут они к вам на службу, думать о себе, о повышении своем. Он сегодня в каком-то рядовом статусе находится, завтра он будет руководителем чего-то, каких-то подразделений, глядишь, станет и министром. Поэтому работа эта очень сложная. После детального обсуждения документ подписали Роберт Такьют и Олег Угварами. Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере образования, что является важнейшим фактором в плане воспитания будущих поколений.